Yes. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Начинаем наше заседание Республиканского методического объединения учителей технологии. Меня зовут Калинина Наталья Николаевна, я учитель технологии школы номер 1 города Сыктывкара. Сегодня на вебинаре мы рассмотрим два вопроса. Первый – это концепция преподавания предметной области технология. Второй – это методические рекомендации для органов исполнительной власти, субъектов Российской Федерации и образовательных организаций по реализации концепции преподавания предметной области технологии. Первый вопрос. Концепция преподавания предметной области технология. Что это такое? Это система взглядов на основные проблемы, базовые принципы, цели, задачи и направления развития предметной области технологии как важнейшего элемента владением компетенциями, в том числе метапредметными, навыками 21 века в рамках освоения основных образовательных программ в образовательных организациях. Мы рассмотрим основные положения концепции предметной области технологии. Первое – это значение технологического образования. Автор концепции считает, что технологическое образование является необходимым компонентом общего образования, предоставляя обучающимся возможность применять на практике знания основ наук, осваивать общие принципы и конкретные навыки преобразующей деятельности человека, различные формы информационной и материальной культуры, а также создание новых продуктов и услуг. Технологическое образование обеспечивает решение ключевых задач воспитания. Также авторы концепции считают, что предметная область технологий является организующим ядром вхождения в мир технологий, в том числе материальных, информационных, коммуникационных, когнитивных и социальных. В рамках освоения предметной области технологий происходит приобретение следующих навыков, например, базовых навыков работы с современным технологичным оборудованием, освоение современных технологий, знакомство с миром профессий, самоопределение, ориентация обучающихся на деятельность в различных социальных сферах, обеспечивается преемственность перехода обучающихся от общего образования к среднему профессиональному, высшему образованию и трудовой деятельности. По мнению авторов, на каждом из уровней образования должны быть представлены следующие технологии: цифровые, интеллектуальные производственные технологии, технологии здоровья и сбережения, природоподобные технологии, современные технологии сферы услуг и гуманитарные социальные технологии комплексы методов управления социальными системами. Также в концепции есть такое понятие, как движение World Skills International. Авторы считают, что на основе этого движения можно осуществлять оценку качества образования и трансляцию практики по модернизации содержания профессионального обучения. На данном слайде представлена информация, что такое World Skills International. Это Союз молодых профессионалов России, официальный оператор международного некоммерческого движения, миссия которого повышение стандартов подготовки кадров. Есть также движение юниорское движение, основная миссия которого дать школьникам возможность осознанно выбрать профессию, определиться с образовательной траекторией и в будущем без проблем найти свое место на рынке труда. Следующий пункт – это цели и задачи концепции. Целью концепции является создание условий для формирования технологической грамотности, критического и креативного мышления, глобальных компетенций, необходимых для перехода к новым приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации. Для достижения этой цели в концепции предусмотрено решить следующие задачи: создание системы преемственного технологического образования, изменение статуса предметной области технология в соответствии с ее ключевой ролью, модернизация содержания, методик и технологий преподавания предметной области технология,
ее материально-технического кадрового обеспечения, изучение элементов как традиционных, так и наиболее перспективных технологических направлений, включая обозначенные в национальной технологической инициативе и соответствующих стандартам WorldSkills, формирование обучающейся культуры проектной исследовательской деятельности во всех видах образовательной деятельности, формирование ключевых навыков в сфере информационных и коммуникационных технологий, в рамках учебных предметов технология и информатика, создание системы выявления, оценивания и продвижения обучающихся, широкое участие учащихся в чемпионатах юниоров и демонстрационных экзаменах по стандартам WorldSkills, а также поддержка лидеров технологического образования, популяризация передовых практик обучения и стимулирование разнообразия форм технологического образования. Следующий блок – это основные направления реализации концепции. В предметной области технологий на всех уровнях общего образования реализуются 3 взаимосвязанных ключевых направления. Это введение в контекст создания и использования современных и традиционных технологий, получение опыта персонифицированного действия и трудовое воспитание. И третье – это введение в мир профессий, включая профессии будущего. Также предметная область технологий играет значительную роль в формировании универсальных учебных действий, навыков 21 века, в равной мере применимых в учебных и жизненных ситуациях. И ведущей формой деятельности в ходе освоения предметной области технологий является проектная деятельность в полном цикле от выделения проблемы до внедрения результата. Какие же приоритетные результаты освоения предметной области технологий предусматриваются в концепции? Приоритетные результаты – это ответственное отношение к труду и навыки сотрудничества, владение проектным подходом, знакомство с жизненным циклом продукта и методами проектирования и решения изобретательских задач, знакомство с историей развития технологий, традиционных ремесел, современных перспективных технологий, освоение их важнейших базовых элементов, знакомство с региональным рынком труда и опыт профессионального самоопределения, овладение опытом конструирования и проектирования, навыками применения ИКТ в ходе учебной деятельности, базовые навыки применения основных видов ручного инструмента как ресурса для решения технологических задач, умение использовать технологии программирования, обработки, анализа больших массовых данных и машинного обучения. Вот это такие предметные результаты предусматриваются в концепции. Как предполагается реализовывать содержание предметной области технологии? Содержание предметной области технологии осваивается через учебные предметы технологии, информатика и ИКТ, а также через общественно полезный труд, творческую деятельность, внеурочную и внешкольную деятельность и дополнительное образование, в том числе через на базе мобильных детских технопарков Кванториум, через точки роста и систему открытых уроков Проектория. Для эффективной реализации основных задач предметной области технологии в концепции предусмотрено адаптировать примерно основные образовательные программы к новым целям и задачам предметной области технологии, предоставить обучающимся возможность использовать цифровые ресурсы, использовать ресурсы организаций различных, использовать социальные, профессиональные, личностно значимые и общественно значимые практики. В частности, задача основного общего образования в рамках предметной области технологии – это освоение рукотворного мира, изготовление объектов, знакомящих с профессиональными компетенциями и практиками, приобретение практических умений и опыта, формирование универсальных учебных действий, формирование ключевых компетенций, таких как информационный, коммуникативный, других, знакомство с гуманитарными и материальными технологиями. Содержание предмета технологии также обеспечивает оперативное введение в образовательную деятельность
такого содержания, которое адекватно отражает смену жизненных реалий и формирование пространства профессиональной ориентации и самоопределения личности. Вот выделены на слайде конкретные содержания, что предполагается в концепции технологического образования. Компьютерное черчение, промышленный дизайн, 3D-моделирование, адаптивные технологии, нанотехнологии, СМИ, реклама, маркетинг и другие. Также в концепции выделен блок как поддержка технологического творчества. Что для этого необходимо? Создание условий для фиксации хода результатов проектов, представление обучающимся выполненных ими проектов в ходе открытых презентаций, соревнованиях, конкурсах, оценивание результатов проектной деятельности с участием известных изобретателей, ученых-бизнесменов. Также это модернизация содержания Всероссийской олимпиады школьников по технологии через введение номинаций по наиболее интересным, перспективным технологическим направлениям с использованием опыта WorldSkills. Следующее – это введение командного формата соревнований, создание всероссийского конкурса профессиональных компетенций на основе WorldSkills среди обучающихся и расширение сети региональных модельных центров дополнительного образования. Кроме того, в концепции предусмотрено направление подготовки кадров и эффективное использование человеческого потенциала. Технологическое образование должно быть нацелено на кадровые ресурсы учителей технологии, информатики и ИКТ, преподавателей дополнительного образования, профессионального образования и потребности экономики региона проживания обучающихся. Совершенствование содержания методов технологического образования требует опережающей подготовки педагогических работников. В связи с этим предполагается разрабатывать и реализовывать образовательные программы высшего образования, разрабатывать и реализовывать программы повышения квалификации в области владения современными технологиями педагогических работников, преподающих предметы технология, создание системы поддержки работающих с детьми профессионалов, также профессиональную переподготовку в области образования лиц, владеющих современными технологическими процессами, опытом проектной деятельности и работы с техническими устройствами, и развитие института наставничества. Последний пункт в концепции – это модернизация материальной информационной среды общего образования, который предусматривает учебно-методические комплексы для учебного предмета технологии и межпредметной проектной деятельности, примерный перечень оборудования с учетом стандартов WorldSkills и рекомендаций по формированию функциональных зон образовательной деятельности предметной технология. И, кроме того, освоение учебного предмета технологии может осуществляться как в образовательных организациях, так и в организациях-партнерах. Следующий документ, с которым мы знакомимся, это методические рекомендации для органов исполнительной власти, субъектов Российской Федерации и общеобразовательных организаций по реализации концепции преподавания предметной области технологии. Эти методические рекомендации были утверждены в соответствии с планом мероприятий федерального проекта «Современная школа» национального проекта образования. Методические рекомендации по реализации концепции преподавания предметной области технологий направлены на создание условий в субъектах Российской Федерации для преподавания предметной области технологии согласно концепции и с учетом стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, национальной технологической инициативы и национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Я поясню момент обновления содержания методов и технологий преподавания образовательных программ. Авторы методических рекомендаций считают, что для реализации указанных стратегий научно-технологического развития Российской Федерации приоритетов необходимы определенные модели мышления и поведения личности, формирование обучающихся навыков проектной исследовательской деятельности, интеграция новых форм и методов обучения в образовательный процесс
изменение структуры образовательной программы и формирование вытягивающей модели в образовании. Подробнее поясню каждый из пунктов. Первое – это определенной модели мышления и поведения личности. По мнению авторов, должны включать креативность, изобретательство с одной стороны и структурное мышление с другой стороны. Также такую компетенцию, как обучение на протяжении всей жизни и развитие метапредметных навыков. Следующее направление – это формирование обучающихся навыков проектной и исследовательской деятельности. Авторы подразумевают, что предполагают, что использование проектного метода во всех видах образовательной деятельности должно осуществляться. Следующее направление – это интеграция новых форм и методов обучения в образовательный процесс, направленных на развитие гибких навыков, в том числе таких как мозговой штурм, рефлексия и дизайн мышления. Изменение структуры образовательной программы. Авторы считают, что внедрение метода кейсов должно быть осуществлено. Кейс-метод, метод конкретных ситуаций, метод ситуационного анализа. Данный метод, по мнению авторов, использует описание реальных инженерных, экономических, социальных и бизнес-ситуаций, направленных на изучение обучающимся жизненной ситуации, оценки анализа сути проблем, предложения возможных решений, выбора лучшего из них для дальнейшей реализации. Следующий и последний шаг – это формирование вытягивающей модели в образовании. Данная модель, по мнению авторов, направлена на осознанное получение обучающимся необходимого набора знаний, при которой обучающийся получает или добывает набор знаний, необходимый ему для реализации его шага развития в данный момент. Шаг развития круг задач определяет сам обучающийся. Задача педагога – это правильное и своевременное выявление зоны ближайшего развития обучающегося и предоставление ему возможности его освоить. Уважаемые коллеги, благодарю вас за внимание. Все материалы по сегодняшнему вебинару вы можете увидеть в новостной ленте на сайте Института развития образования и на портале «Открытое образование». Также вы можете задать свои вопросы на портале «Открытое образование» на форуме.